Тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий стратегически важного для мира региона. Все это в объективе программы «В центре Азии». А прямо сейчас центральноазиатские новости. Туркменистан в ноябре текущего года ведет в строй первый участок стальной транснациональной железнодорожной магистрали. Ее протяженность 85 километров. Она соединит республику с Афганистаном через приграничные станции. Этот отрезок – часть Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора. Он пройдет по территории Туркменистана, Афганистана, Таджикистана и Киргизии, а затем выйдет на разветвленную железнодорожную сеть Китая. И это кратчайший путь к развивающимся и перспективному рынку Азиатско-Тихоокеанского региона. В парламенте Узбекистана будет создан институт бизнес-омбудсмена. Его главной задачей станет защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства перед государственными, контролирующими и правоохранительными органами республики. Это нововведение – одно из мер по улучшению в Узбекистане инвестиционного и бизнес-климата. В данное время над этим активно работает исполняющий обязанности президента страны Шавкат Мирзияев. В Казахстане создано Министерство обороны и аэрокосмической промышленности. Новое ведомство получит полномочия от разных министерств и будет отвечать в том числе за космическую деятельность, кибербезопасность и мобилизационную подготовку. Указ об этом уже подписан президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Создаются соответствующие комитеты. Возглавит новую структуру Бейбут Атамкулов. Всем выйти из тени. В Казахстане проводится очередная легализация капитала. Кампания будет длиться до конца текущего года. Но имущество и денежных средств уже амнистировано на сумму около 700 миллиардов тенге. О других подробностях масштабной акции в сюжете нашего корреспондента из Алматы. Легализовать свое имущество Тимур Канатов решил давно, но, как водится, не доходили руки. Поторопиться заставило время. На то, чтобы вывести из тени имеющийся капитал у Тимура, как и у тысяч казахстанцев, остается всего полгода. И, как пообещал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, для граждан это последний шанс обнародовать все нажитое, в том числе непосильным трудом. Меня специалисты, руководители отдела проконсультировали надлежащим образом, какой пакет документов, порядок заполнения декларации. Просто работаю и потихонечку собрал документы, то, что протяженность большая, собрал документы и сегодня надеюсь сдать. Нынешняя легализация в Казахстане уже третья. Первая проводилась в 2001 году и была признана одной из самых успешных в странах СНГ. Тогда было амнистировано около 480 миллионов долларов США. Аналогичная акция в 2007 году, помимо капитала, позволяла узаконить еще и имущество. Текущая кампания проводится с учетом этого опыта и со значительными поправками в законодательные акты. Это упрощает процедуру подачи документов и ускоряет срок рассмотрения заявок. Одно из отличий в нынешней акции по легализации можно легализовать те же недвижимые имущества, которые оформлены на других лиц. Завтра вот эти лица, на которые оформлены, они могут быть привлечены к ответственности, потому что при всеобщем декларировании будет проверяться, откуда получалось доход. Выводить из тени движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства призван Департамент государственных доходов. В отдельных случаях – комиссии при местных акиматах. Роль банков в амнистии капитала минимизирована. Все процедуры, связанные с легализацией, они проводят без комиссий и дополнительных сборов. Стоит отметить, что обнародовать нужно любую сумму денег, не подлежащую налогообложению прежде, а использовать ее по нуждам можно сразу, не дожидаясь истечения 5 лет, как это было раньше. Если раньше требовалось, чтобы человек для легализации имущества продержал сумму денег, там определенный срок, 60 месяцев, то сейчас все эти требования отменены, и все происходит очень просто. То есть человек приходит с удостоверением личности, открывает текущий счет для легализации в банке, размещает деньги на текущий счет для легализации, получает справку, причем все это происходит без комиссий.
На данный момент казахстанцы легализовали денег и имущество на общую сумму около 700 миллиардов тенге. Прибыли от узаконенных денег напрямую государство не получает. Его выгода в налогах. Они будут уплачены на средства, введенные в легальный оборот. Это так называемые скрытые активы государства. Преследование таких субъектов за нелегализацию в любом случае не будет. Завтра единственное, может быть, проверки лиц, у которых имеются крупные имущества и так далее, откуда получены денежные средства, откуда получен доход. Если эти доходы получены законным путем, все налоги уплачены, то, естественно, завтра никаких вопросов не будет. И дополнительных штрафных санкций и так далее не будет. Добровольный вывод капитала из тени – это первый этап внедрения системы прозрачного налогообложения. Следующим станет декларирование доходов. Оно будет обязательным для граждан с 2017 года. Поначалу в него будет вовлечена наиболее подготовленная часть населения – депутаты, судьи, государственные служащие, сотрудники и руководители национальных компаний, а также их супруги. Всеобщее декларирование предусмотрено с 2020 года и коснется всего населения Республики Казахстан. Легко и в учении, и в бою. Технические колледжи Казахстана постепенно переходят на систему дуального образования, когда в учебном плане практических занятий едва ли не больше, чем теоретических. О преимуществах системы и промежуточных результатах ее внедрения в нашем следующем сюжете. У Жени и Никиты практическое занятие на строительной площадке. Они студенты колледжа, учатся на сварщика. За год молодые люди уже освоили азы профессии и при каждой возможности стараются показать себя. Не могу сказать, что научился многому, но и немалому. Кое-что уже умею. Выполнять швы в нижнем положении. Я уже смогу, к примеру, заборчик какой-нибудь маленький сварить, еще что-нибудь по мелочи. Первый год обучения практических занятий немного, но дальше больше. Так работает система дуального образования. На третьем курсе 70% учебного времени ребята проводят, стажируясь. На этой же стройке пробуют себя в профессии мастера-отделочники Асия и Айгерим. Сегодняшнее занятие одно из последних. Девушки оканчивают колледж, обе уже получили 4-й разряд. Мне нравится данная специальность, поэтому я ее выбрала. Также, в связи с высоким развитием строительства в Казахстане, я решила связать свою жизнь с данной профессией. По сути, девушки не просто выпускницы, а квалифицированные специалисты с определенным практическим опытом. Кстати, Асие он пригодился и в быту. Недавно она самостоятельно сделала ремонт у себя дома. Ничего этого бы не было, если бы не систематическая практика на производстве. Когда студенты проходят у нас практику, при положительном прохождении практики, при положительном обратной связи от наставников, как у нас студент проявил себя на рабочем месте, и, конечно же, при наличии вакансий мы предоставляем рабочие места. Дуальное образование появилось в Казахстане всего 3 года назад, но уже активно набирает обороты. В Алматы 32 из 80 колледжей внедрили эту технологию. Заключены 44 договора с предприятиями, принимающими практикантов. В Национальной палате предпринимателей считают, что эту работу надо не просто продолжать, а активнее привлекать консультантов с предприятий к учебному процессу. Вы прекрасно знаете, что основная, скажем, проблема системы образования – это ее оторванность от систем, от потребителя, которым является предприниматель. Именно предприниматель знает, какие кадры ему нужны, какими функциональными компетенциями должны обладать эти кадры. Атамикен предлагает вывести сотрудничество колледжей и бизнесменов на более высокий уровень. Например, допустить предпринимателей к аттестации студентов. Для этого уже сейчас создаются отраслевые учебно-методические кластеры и сертификационные центры. Директор колледжа строительства и народных промыслов Камал Жамангозов возлагает на них большие надежды. Эта площадка позволяет именно
ориентироваться под конечного потребителя, под работодателя. Поэтому даже мы сегодня уже пришли к тому, что именно как раз-таки по нашей специальности, именно по строительной специальности, это тоже хотим создавать учебно-методический кластер совместно с работодателями. Это уже переговорный у нас процесс идет. Уже, в принципе, у нас было первое заседание рабочей группы по созданию учебно-методического кластера для строительной отрасли. Не секрет, что главный вопрос, которым озабочены все выпускники – как получить опыт работы, если без опыта работы на работу не устроиться. Благодаря системе дуального образования этот порочный круг, кажется, будет разорван. Семейный подряд. В Шымкенте живет уникальная семья, все представители которой занимаются различным творчеством. Наш корреспондент побывал у них в гостях и готов поделиться своими впечатлениями от увиденного. Болат Бейсбеков наводит лоск в буквальном смысле. Еще пара мгновений и будут готовы новые работы мастера. У Болата Бейсбекова вся жизнь неразрывно связана с творчеством. Он с детства за мольбертом. И даже жену себе выбрал, тоже художницу. На заре семейной жизни они вместе рисовали картины и ткали гобелены. А потом также вместе продавали их на вокзале. С тех пор мало что изменилось. Они по-прежнему вместе, заняты творчеством. Вот только теперь это крупный семейный бизнес, к которому чета приобщила своих детей. Я окончил в Шымкенте художественный колледж имени Абильхана Кастеева по специальности выделка кожи. В основном работаю с кожей и шкурой животных. Сейчас делаю ремни из натуральной кожи с выбитыми национальными орнаментами. Детей у Бейсбековых 5. Старший сын Берег – мастер на все руки. Работает серебром, кожей и деревом. В данное время создает коллекцию к Всемирной выставке «Экспо-2017». Женщины этого дома в основном ткут ковры, гобелены, алаша и текеметы из войлока. Каждый по оригинальному эскизу. Сначала его в подробностях разрабатывают на бумаге, а потом по этой схеме ткут или валяют. Такой гобелен стоит от $1000 и выше, ведь для его изготовления используются только натуральные нити, а мастер его ткет около 2 месяцев. Сложность гобелена зависит от его рисунка. Если он легкий, можно быстро сделать работу. Если витиеватый, это займет больше времени. Мастерица за станком Бейсбековым тоже родня. Точнее, невестка. Она тоже в бизнесе. Вообще, приобщить к творчеству здесь стараются всех, даже внуков. За гобелены их, конечно, не садят, но сварить мыло и разлить по формочкам доверяют вполне. В магазине, который открыт при мастерской, хозяин найдется любой вещице. Так как мы все художники, нам материалы нужны днем и ночью, потому что мысль или идея могут посетить когда угодно. И если нет на руках нужного материала, то идея пропадет, исчезнет. Поэтому мы все закупаем заранее. С особенным трепетом Болат Бейсбеков рассказывает о своей галерее. Пространство в 700 квадратных метров отдано под выставочный павильон. Здесь и полотна из частной коллекции художника, и собственные работы, и первые пробы кисти молодых живописцев. На больших выставках молодые дизайнеры и художники не имеют возможности выставляться. А здесь могут представить свои творения и коллекции народу, могут проводить свои выставки.
Кажется, расширяться семейному бизнесу Бейсбековых некуда. В мастерской уже нашлось место и для предметов высокого искусства, и для очаровательного хендмейд. Здесь можно и купить, и просто посмотреть на работы мастеров. Но Болат Бейсбеков продолжает строить свои большие планы на будущее. Подрастают внуки, еще неизвестно, в каком виде творчества захочется реализоваться им. Вы смотрели «Центральную Азию». До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ. Тренды геополитики, точки консолидации, панорама современных реалий стратегически важного для мира региона. Все это в объективе программы «В центре Азии».